Да, вопрос очень точно сформулирован. Но я бы хотел добавить, что наука сегодня потеряла не только силу, но и славу. Но вот каковы причины того, что произошло? Я считаю, что вот в нашей стране это произошло по следующим основным причинам. Первое – это, конечно, недостаточное финансирование науки. К чему это привело? Это привело, во-первых, к старению ее материального обеспечения, материальной базы, и по этой причине отток ведущих ученых за рубеж. Вторая причина – это очень неудачное реформирование академической науки. Так реформировать, в общем-то, нельзя скоропостижно, не обсуждая ничего и так далее. То есть это очень серьезная причина. Третья причина – это внедрение, не знаю, кто инициатор, ошибочной системы оценки труда ученых. Показатели эти вот, их даже мы называем бухгалтерские отчеты. Это не наука, это далеко не наука. Для чиновников это великолепная система отчетности, конечно, облегчает их работу, но для ученых это, в общем-то, издевательство, что ли. Ну и четвертое – это недостаточное внимание к научно-популярным изданиям, к научно-популярной периодике. Научно-популярные издания – это не только, в общем-то, информирование, просветительство. Это, я считаю, что как бы своего рода приложение науки. То есть это своеобразная разновидность прикладной науки. Вот что такое научно-популярность. То есть популярно излагать научные результаты. Если человек поймет этот результат из научно-популярной периодики или из научно-популярных книг, то он, естественно, будет применять это в своей жизни. То есть идет внедрение научных разработок, и вот это внедрение осуществляется путем научно-популярных изданий. Ну, вот так бы я ответил. Сейчас мир изменился, очень изменился, особенно это постсоветское время. Нету сейчас Советского Союза, нету большой глобальной такой большой страны, которой почти 300 миллионов населения, большой такой моноиндустриальным производством, где наука, без науки невозможно было развивать. Но эта наука, она была, скажем, ядерная физика, наука была связана с геологией, наука была связана с добычей, наука была связана с переработкой, где жесткие ставили задачи, которые наука должна быстро была решать. И выделялись огромные деньги, очень большие деньги, и научно-исследовательские институты, они один за другим появлялись, работали, и по тем временам получали хорошую заработную плату, и наука была очень престижной. А сейчас рыночные отношения, мы должны, наука переформатизироваться и должна работать на потребности предпринимателей, на потребности бизнеса. А бизнес у нас сейчас такой вот, в нашей республике, он еще не сформированный в отношении сельских территорий, в отношении нашего производства, традиционного производства, он еще не сформирован, надо сказать. Все думают, что обратно появятся крупные хозяйства, ждут чего-то, и ученые тоже ждут, что вот сейчас пойдут финансы, пойдут
будет развитие такое, как раньше было. Этого не будет. Поэтому каждый ученый должен в какой-то степени сам искать, находить, исследовать, публиковаться. А те финансовые средства, которые приходят через госзадания, они как бы нас держат на плаву. А все остальное уже должны делать мы. Ибо наши публикации будут читать, если мы востребованы, нас пригласят где-то работать, где-то какую-то тему выполнять, и за это будут оплачивать наши патенты, наши внедрения. Поэтому обратного пути не будет, а будет еще усложняться жизнь ученого. Но талантливый человек, способный человек, он всегда найдет свою дорогу. А наша дорога – это вроде еще сложная, да? Еще сложная, потому что мы в экстремальных условиях Якутии, Арктики, холода живем. А с другой стороны, мы живем в таком мире, в таком вот пространстве, где без науки нельзя. Новые знания сплошь и рядом надо находить, искать, в основном поддерживать частный сектор. Если взять сейчас вот картофелеводство, сейчас в основном картофель хорошие частники, хороший картофель частники выращивают. Что-то у них проблем нет. Выращивают, сами себя обеспечивают и немножко подторговывают, реализовывают. У них нету проблем с хранением, у них нету проблем с поливом, у них нету проблем с удобрением, у них нету проблем с качеством. Значит, вот где ниша, где мы, наши ученые, должны работать с этим частником. У кого самый хороший урожайный картофель? У кого самый хороший картофель, который хранится? У кого самый вкусный картофель? Вот. И их расширять, их поддерживать, вот эти сорта выводить. И если сейчас взять климат Якутска, долины Туймада, и взять климат, ну, скажем, среднего Вилюя, это Верхний Вилюй, сравнить. Сейчас там влажности уже больше, там больше дождей, поэтому там в какой-то степени зато солнца мало. Это влияние Вилюйского водохранилища. Это Вилюйское водохранилище буквально где-то в начале 70-х уже, в конце 60-х начали строить, уже в 70-х годах в начале уже плотина начала действовать. Вот в середине 70-х вот, уже действует эта плотина, и оно уже, это уже за 40 с лишним лет, 45 лет где-то уже настолько повлияло на климат, что изменение климата. И в этих изменяющихся условиях, конечно, мы должны районированный картофель для Верхневилюйска, для Нюрбы, для Вилюйского улуса, для Сунтаров. Вот где. А мы же не можем там свои поля разбить, научные поля, не можем. Потому что нужна техника, нужно удобрение, нужно обрабатывать научные работники, им зарплату, отпускные, проездные, социальные все выплаты. Этого мы обеспечить не можем. Поэтому мы должны сотрудничать с частным сектором. С частным сектором работаем, у него, если мы будем поддерживать, он будет расширять свои площади. И вот эту картофель, выведенную с помощью нас, он будет его реализовывать другим, а мы часть от научного сопровождения должны получить от него как бы определенные выплаты по договорам. И здесь уже субсидия может сесть в поддержку, наша региональная субсидия республиканская, поддержку их и на научное обеспечение нас поддерживать. Вот такой подход сейчас, наверное, будет действовать. Это же в традиционных отраслях тоже. Коневодство, скотоводство наше, оленеводство, рыболовство, охот, промысел. И здесь, конечно, влияние вот наших холодов, связанные технологии с холодом. Вот
жизнь этих людей, быт этих людей. Они же будут осваивать новые территории, возвращаться там, где раньше их предки жили, или брошенные бывшие колхозные территории, брошенные родовые общинные территории, они будут осваиваться, и они без поддержки науки не будут. Но наука должна повернуться к ним. Мы должны повернуться к ним. Но для этого, в первую очередь, мы должны сформировать что? Задание, каким должно быть. Мы должны им помочь вот это сделать. А затем уже научное сопровождение. Да, вопрос это такой, с одной стороны, сложный, да, что его анализировать, и он повсеместно вроде на слуху, а никто не может дать адекватного ответа. Поэтому я считаю, что сам человек в этом виноват. Вот то, что он... Когда это началось, это надо еще анализировать, да? Но это, мне кажется, вот сам факт вот этого события, это опрофанивание мира, опрофанивание знания и науки. Вот о том, что я уже упоминал. Это некое вот то, что мы начинаем применять технологии, стремимся к удобному миру, потреблять как можно больше там, товаров, услуг. И это привело к тому, что мы потеряли некую вот сакральную составляющую жизни, то есть некую тайну, которую, чтобы стремиться к ней, нужно преодолевать трудности, нужно перебарывать себя, каждый день совершать подвиг. То есть человек уже отучился от этого, он ведет ленивую жизнь, развлечения, у него появился огромный круг вот развлечений, в которые он себя погружает. Ну, мне кажется, вот в этом виноват именно сам человек, и в том числе человек науки. Поэтому вот, если это началось в эпоху Возрождения, то это было правильно, да, потому что тогда мир был сильно сакрализован и даже религиозен. И вот когда человек начал отрываться от этого, идти в философию, в научное обобществление мира, его рационализацию, то это было правильное направление. Но в дальнейшем это уже переросло в некое потребительство. То есть стало, получается, мы выкинули вместе с религией, ее сакральностью, вот, культурную составляющую, некую основу нравственности и морали. И вот эта вот потеря, она оказалась очень существенной. Мир погрузился в некую там, анархию со стороны именно вот норм общества моральных. Нигде, ни в международных законах, ни в Конституции не отражены вот моральные законы, устои. И они у каждого свои. Даже некоторые общества, получается, их мораль стала выше, чем государственная. А хотя эти общества, в общем-то, самых низов, это уголовное и так далее. Вот сейчас хорошо, что законы некоторые стали принимать, ограничивающие вот, вообще распространение этой морали. Вот это все следствие является того, что мы опрофанили свое знание. И не соблюдаем культуру, вот, нравственность. Там. Вот в советское время мораль была заменена там, моральным кодексом строителей коммунизма, да. А после развала общества этого ничем заменить не смогли это. Дело в том, что кодекс американский, это американская мечта, это стать миллионером. Там. А каким путем ты куда пришел к нему, это уже там другой вопрос. Да? Если ты за это время там не сел в тюрьму, то значит ты все делал правильно. Таким образом, капитализм, мне кажется, лишен морали. Дело в том, что наука всегда, особенно в 20 веке, да и веке, наступившем 21-м, приобретает особую силу, ценность и авторитет в кризисные и критические для развития цивилизации периоды. Своего рода в периоды динамического хаоса, выражаясь языком теории самоорганизации систем. Можно вспомнить Аристотеля, учителя Александра Македонского, который еще в III веке до нашей эры, используя свои знания, уже накопленные знания в оптике, казалось бы, фундаментальной физике, защищал город Сиракузы, уничтожая вражеские корабли с помощью системы линз. В 20 веке, например, развивалась новая наука, новая физика, ядерная физика. В результате в
самый, можно сказать, критичный момент в истории цивилизации – это не только Вторая мировая война, но и вторая половина 40-х годов. Благодаря созданию, казалось бы, атомной бомбы цивилизация спасла сама себя. Это парадоксально, но это факт. Можно привести и другие примеры. Например, еще в начале 20-х годов Александр Флеминг открыл пенициллин. Прошло всего лишь где-то 2 десятилетия, и благодаря началу эры антибиотиков, открытию пенициллина, в середине 20 века буквально десятки, если не сотни миллионов жизней были спасены благодаря началу эры антибиотиков. Еще один пример. Теория относительности, которая была разработана вначале специальная, затем общая теория относительности в первые 2 десятилетия 20 века. И вот, казалось бы, то, что мы сегодня уже на уровне бытового языка иногда расстояние меряем в единицах времени, не только в космосе. Я имею в виду световые годы, как расстояние до той или иной звезды. Но в наш повседневный обиход вошло измерять расстояние, особенно, скажем, в мегаполисах, по времени. Например, мы уже не говорим, значит, какое расстояние от места жительства до, скажем, места работы, да? Мы говорим, сколько времени надо добираться. Вот, казалось бы, теоретическая физика начала 20 века. Уже настолько вот это понятие относительности вошло в нашу бытовую речь, в наш обиход, что мы даже не отдаем себе отчета, что на самом деле это следствие развития науки. Значит, ну и, наконец, наш 21 век, пандемия коронавируса. Значит, ну, сейчас, по-моему, только ленивый не говорит о том, что если бы физико-химическая биология, вирусология, медицина не развивалась бы столь бурными темпами, ну, прежде всего в мире, конечно, да и в нашей стране, в конце 20-го, начале 21 века, человечество оказалось бы не подготовлено к этой пандемии. И только благодаря колоссальному заделу науки в этот очередной кризисный момент для нашей цивилизации удалось относительно быстро, ну, скажем так, ее ограничить уже. Я надеюсь, что в 2021 году человечество сможет с этим справиться. Конечно, вакцинация поможет сбить накал вот этой пандемии. То есть я вообще, ну, если мы с вами это еще будем обсуждать, то мое понимание ситуации такое, что справиться с подобного рода явлениями, типа пандемий, кстати, не только пандемий, можно, используя целый набор методов. Ну, например, вот если говорить конкретно о пандемии, значит, это, безусловно, некоторые ограничения, но они должны быть точными. Они не должны быть, скажем так, широкой области применения. Первое. Второе – это вакцинация для того, чтобы сбить вот этот вот накал, этот пик пандемии. По очень простой причине. Действительно, медицина, особенно, скажем, в первой половине 2020 года, была бы ну, не способна справиться с таким наплывом тяжелых больных, если бы не какие-то ограничительные меры. Так? Значит, поскольку этот вирус никуда не уйдет, вот, на это даже не надо надеяться, тем более, что вирус SARS-CoV-2, он обладает очень высокой скоростью мутаций. Мы это видим уже сейчас, так называемый английский штамм коронавируса появится, и другие, в этом не надо сомневаться. Вот. Здесь задача состоит в том, чтобы вакцины обладали бы некоторой неспецифичностью, то есть были бы способны оказывать значит, влияние на иммунную систему в отношении выработки антител и вообще активации иммунной системы против широкого семейства штаммов вируса SARS-CoV-2. Это второе. И третье, что, на мой взгляд, просто без этого ничего не получится. Значит, это создание новых препаратов, которые бы не только на сам вирус действовали, а защищали бы те системы в организме человека,
которые являются первичными мишенями для поражения вируса. Это даже не легочная ткань. Это прежде всего система свертывания крови, если говорить о SARS-CoV-2, и иммунная система, которая в результате действия на нее вируса, значит, изменяет свою активность таким образом, что начинает атаковывать собственные клетки организма. Это аутоиммунные процессы. Вот третьим как бы составляющим в этом комплексе мер по борьбе с пандемией должно быть как раз создание препаратов, лечебных препаратов, которые бы, повторяюсь, помимо действия на сам вирус, защищали бы систему свертывания крови и иммунную систему от последствий действия вируса.